Здравствуйте, Ильнур. Здравствуйте, Исан Месес. Исәнмесез. Дорогие наши подписчики, зрители, друзья штаба Татар Москвы, мы находимся в мечети Кул-Шариф, мы находимся в музее исламской культуры. Берем интервью у человека, который является директором этого музея, Ильнур Низамиев. Правильно? Ильнур, скажите, пожалуйста, вы молодой человек, вы руководите очень серьезным институтом, можно сказать, да, институтом исламским, таким вот большим музеем, главным, наверное, исламским музеем здесь, в Казани, в самой красивой и большой мечети города. Как долго длится ваша карьера здесь, как руководителя? Ну, расскажите немного о своей работе. Во-первых, спасибо большое за интерес к нашему музею и к моей скромной персоне. Я возглавляю музей исламской культуры 3,5 года. Наш музей, расположенный в мечети Кул-Шариф, является структурным подразделением музея-заповедника Казанский Кремль. Казанский Кремль – это самая древняя часть столицы Республики Татарстан. Это место, где в течение столетий существовала татарская власть и в период Казанского ханства, раньше в Золотой Орде, еще раньше в Волжской Булгарии. И это место, где сохранились памятники архитектуры 16-17 века, 18-го. Ровно здесь же находятся и руины под землей, останки истории татарского периода, да, до 16 века, середины 16 века. И вот этот комплекс, он может нам рассказать очень многовековую историю взаимодействия различных культур. И здесь, в Казанском Кремле, в начале 21 века была возрождена мечеть Кул-Шариф. Это был очень большой процесс, большая работа. Была построена мечеть, и вот уже 16 лет эта мечеть существует, и 15 лет существует наш музей. Музей этот, размещенный в таком очень популярном месте, который посещают, по последним годам, мы можем сказать, по 3 миллиона человек каждый год. Да, это очень внушительная цифра. Конечно, мы то место, которое для очень многих является ключом к пониманию, что такое культура мусульманская, и наша основная экспозиция, наши временные проекты, они как раз нацелены на то, чтобы познакомить людей, ответить на какие-то фобии, непонимания, вопросы касательно истории ислама, касательно мусульман в российском государстве, и разными средствами разных музейных программ, выставочных проектов, не только в стенах нашего музея, но и в музеях России. У нас есть передвижная выставка, об этом, если спросите, расскажу поподробнее. Хорошо. Очень разными, в общем, форматами наш музей пытается говорить об исламе, о его прошлом, о его настоящем, и по возможности, пусть это не звучит громко, попытаться нам заглянуть в будущее и как-то пригласить вместе поговорить о сегодняшнем и завтрашнем дне. Вот. Спасибо. Расскажите о вашей карьере руководителя, то есть когда вы пришли сюда, как так получилось, что вы стали директором Музея исламской культуры, кто был до вас, кто передавал вам ключи от этого музея, да, и, собственно, чьи традиции, руководство и, в общем-то, вот такой дух, можно сказать, да, вы переняли? Вот упомянул, что 15 лет существует музей. Музей за это время менялся, происходила реэкспозиция, то есть менялось полностью понимание этого музея. Готовили его историки, религиоведы, известные наши ученые и профессора. Музей создавался с нуля, и это была целый вызов, да, осмыслить многовековую историю ислама. И создавался учеными, возглавляли этот музей видные деятели. Это и Шания Фаилевна, сегодня она возглавляет музей Каюма Насыри, и Нурия Габдаляхатовна, сегодня она трудится вместе с нами и работает над арабографической, то есть книгой, рукописями, которые написаны арабской вязью. И вот
3,5 года, как я тоже влился в этот коллектив и вместе с нашими сотрудниками работаем, пытаемся каждый день как-то внести что-то новое в жизнь музея, искать свое лицо. Три с Вот. половиной. Три с 3,5 половиной года. года, да? То есть, до этого чем вы занимались? Вот, ну, я так понимаю, что история ислама — это, в общем-то, наука серьезная, здесь нужны знания очень серьезные, поэтому мне очень интересно ваше образование, ваш бэкграунд, как сейчас говорят. Как, ну, не просто так все начинается, да? Поэтому я прошу рассказать вот именно об этой части вашей биографии. Да, спасибо. Если про образование, то прямо начнем с детства, с юности, Да. если разрешите. Пожалуйста. Я закончил вторую гимназию, это татарская гимназия в Казани, 11 лет, затем технологический университет, дополнительное образование переводчика, работа и по специальности, в том числе на предприятии в течение 6,5 лет, параллельное знакомство с темой краеведения, с темой экскурсий, и вот 12 лет назад, наверное, следуя за примером друга Айрата Багаудинова, он сейчас в Москве возглавляет компанию «Москва глазами инженера», и несколько у них интересных направлений. И вот лет 12, по-моему, назад он пошел на курсы экскурсовода в Казанском университете, а спустя год, кажется, я тоже пошел, желая узнать больше о городе, потому что вырос я в промышленном районе, в авиастроительном районе, а позже в город мы выезжали довольно редко, и вот это вот ощущение себя горожанином, оно, причастности к Казани, оно не сразу возникло, но вот эти чтения, эти лекции, это общение с учеными, и когда ты каждый день возвращаешься, понимаешь, что ты и этого не знаешь, и это хочешь прочитать, и вот это тебе интересно, и это происходит после каждой лекции, и вокруг тебя вырастают шкафы книг, к которым ты обращаешься, читаешь урывками, либо просто поглощаясь. И вот так потихоньку мне очень интересно стало история города, история края, история своего народа и проведение экскурсий в Болгарский музей-заповедник, в Свияжский музей-заповедник, поездки в Елабугу.